При Чувашской метрополии появилась своя школа звонарей. Разместилась она в Центре подготовки церковных специалистов на территории Свято-Троицкого монастыря. Старинному искусству смогут обучаться все желающие. Открытие школы отметили концертом. Духовные песнопения прозвучали в сопровождении колокольного звона. Вот она, учебная передвижная звонница. Долгожданная мечта Ильи Михайлова, основателя первой школы колокольного искусства в Чувашии. Этого набора достаточно для начала обучения, для начальных, так скажем, азов. Это и маленькие колокола представлены, и средние. Приехали они к нам из Ярославской области, очень звонкие, очень светлые, очень яркие, можно сказать, в звуковом, конечно, формате. Илья говорит, что будет возрождать те традиции, которые были заложены в прежней школе. После того, как вынужденно пришлось ее закрыть, а колокола отдать, почти год понадобился на то, чтобы приобрести новый инструмент. Писал в различные инстанции, пытался сам копить деньги. На призыв о помощи откликнулся депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Илья вообще такой уникальный человек. Я понял, что этого парня надо поддержать. Он очень увлечен своей идеей. И, на мой взгляд, то искусство, которое он будет дарить людям, оно очень нужно нашему народу, потому что это духовное, это такое изнутри идущее. И колокольный звон, который будут слышать люди, он будет делать нас чище. Приглашение Ильи вместе выступить на концерте с удовольствием приняли артисты певческой капеллы «Классика». Концерты духовной тематики прочно вошли в программу выступлений коллектива. На этот раз решили, что каждое произведение будет сопровождаться колокольным звоном. Среди зрителей неожиданно оказался известный артист Владимир Конкин. Выяснилось, что он любитель церковных песнопений. Говорит, это яркое свидетельство того, что духовная культура в России приумножается. Нужно насыщать нашего зрителя положительными, хорошими ощущениями со сцены, потому что сцена – это тоже амвон, светский амвон. И нам необходимо быть своеобразными пастырями в искусстве, потому что, так сказать, человек сегодня живет не всегда радостно, не всегда обеспеченно, но чтобы он понимал, что завтрашний день есть. Уже есть желающие обучаться колокольному искусству. Илья вместе с единомышленниками намерен приобщать людей к православным традициям. Ребята провели несколько благотворительных концертов в коррекционных школах и детских домах. Лидия Галактионова, Александр Яковлев, Вести Чувашия.